МАГАЗ как на ладони в объективе камер видеонаблюдения, установленных в рамках программного комплекса «Безопасный город». Информационная система предназначена для повышения уровня общественной безопасности и охватывает не только самые оживленные участки столицы. Внедрять АПК в регионе начали с 2017 года. В столице таких камер установлены 39 и 132 в городе Назрань. Следует упомянуть и про второй этап внедрения АПК, который включает в себя автоматизацию единой дежурно-диспетчерской службы всех муниципальных образований региона. По этим видеопотоку, изображениям данным правоохранительным органам удавались необходимые данные. Результаты данного внедрения позволяют ожидать повышения уровня безопасности населения от преступлений и других преступных посягательств. Также в рамках аппаратно-программного комплекса на территории города Назрань установлено 132 камер видеонаблюдения. Установлены также сейсмостанции, датчики измерения, мониторинга окружающей среды, датчики уровня воды и другие датчики. В рамках внедрения АПК планируется установка 538 камер видеонаблюдения, и что примечательно, 2 из них будут способствовать оперативному реагированию МЧС при возникновении лесных пожаров. Данные будут передаваться единой диспетчерской службе, оттуда будет региональная платформа МЧС, СУКС МЧС России, также ЕДДС именно Желязского района, Сунжинского района, где эта камера установлена, и на региональной платформе МЧС достигать данный МАГАЗ. Но они будут эффективны для оперативного пожаротушения данных работ, выезд пожарных служб вовремя, чтобы их дать информацию, чтобы они могли моментально выехать, чтобы не терять времени раньше. Для этой цели они предусмотрены. В условиях увеличения количества автотранспорта и несоблюдения водителями ПДД особую роль играет использование при надзоре за их движением средств видеонаблюдения. В рамках АПК «Безопасный город» в целях повышения безопасности дорожного движения на дорогах республики установлено 55 комплексов автоматической фото-видеофиксации. Создан центр обработки данных, позволяющий хранить информацию о транспортном потоке более 30 дней. На территории Республики Ингушетия установлено 55 камер комплексов фото-видеофиксации, фиксирующие такие нарушения правил, как проезд на запрещающий свет, красный свет светофора, нарушение сплошной линии, скоростного режима и других нарушений. На территории федеральной автотрассы было установлено 13 камер комплексов фото-видеофиксации, однако в связи с тем, что на данной дороге начата была реконструкция, данные комплексы были установлены на дороге регионального межмуниципального значения. После того, как данная реконструкция дороги будет завершена, комплексы фото-видеофиксации будут обратно монтированы на данную дорогу. Обработка данных, полученных с камер, ведется в Центре фиксации правонарушений в области дорожного движения УГИБДД. По словам Султана Галаева, насколько эффективным оказалось внедрение АПК, «Безопасный город» доказывает и статистика правонарушений. Если мы будем брать количество ежесуточно фиксируемых нарушений в 2018 году, а также и сравнить его с количеством нарушений, которые в 2021 году, снижение идет на 1,5-2 раза, а то и в некоторых местах и до 3 раз снижение количества нарушений. Но наиболее многочисленные группы нарушений являются превышение установленной скорости движения, это подавляющее большинство из всех фиксируемых ежесуточно, а также помимо этого выявляются нарушения, связанные с выездом на пол встречного движения, выезд за стоп-линию на перекрестках, а также проезд на запрещающий сигнал светофора. Следует отметить, что места установки камер были выбраны, исходя из статистики аварийности на конкретных участках. На основе этого анализа мы установили камеры, и мы сейчас можем наблюдать ту картину, что в местах установки этих комплексов количество дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли либо пострадали люди, в разы снизилось. Также мы наблюдаем снижение общего количества выявляемых нарушений на данных участках. Именно поэтому в ближайшее время мы планируем осуществить передислокацию этих комплексов на участки дорог, которые требуют особого внимания. Как можно видеть, это автодорога Назрань-Малгобек,
те места, на которых сейчас у нас установлен комплекс, там у нас снижение аварийности, а есть появились, к сожалению, новые места, в которых возможно формирование очага аварийности, и именно на эти участки будет уделено преимущественное внимание. После внедрения правоохранительного сегмента в Магасе сотрудники полиции неоднократно обращались по фактам совершенных правонарушений для предоставления необходимой информации, что и оправдывает наименование АПК «Безопасный город». Адам Мережков, Адам Далаков, Новости 24.